Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Число заражений коронавирусом в мире продолжает увеличиваться, однако летальных исходов становится меньше. Сколько человек заболели в Якутии за сутки? В Алданском районе начала работать офтальмологическая служба. Образование нового подразделения сопряжено с рядом сложностей. В России продолжается масленичная неделя. В какую сумму обойдется этой весной масленица среднестатистической российской семье? Заболеваемость коронавирусом за неделю в мире выросла на 2%, а количество летальных исходов на 6% уменьшилось. Такие данные приведены в отчете Всемирной организации здравоохранения. В глобальном масштабе примерно в половине стран число новых случаев снизилось, тогда как в другой половине отмечен их рост, констатировали в ВОЗ. Особенно заметным рост заболеваемости был в Африке и Восточном Средиземноморье, сразу на 10%. В Северной и Южной Америке и Европе за 7 дней заразились COVID-19 более 1 миллиона 100 тысяч человек, а умерли более 32 тысяч. Тем временем в Якутии 36 новых случаев коронавирусной инфекции выявили за минувшие сутки, из них в Якутске 26. В Мирнинском и Нерюнгринском районах по 2, в Алданском, Верхневилюйском, Вилюйском, Ленском, Мегино-Кангаласском и Татинском районах заболели по 1 человеку. По состоянию на сегодня в регион поступило почти 56,5 тысяч доз вакцины против коронавируса. Получили первый компонент более 53 тысяч человек, второй примерно 26 тысяч якутян. Таким образом, использовано 96% поступившей в Якутию вакцины. Осужден за сбыт наркотиков, Нерюнгринский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Нерюнгри. Он признан виновным в хранении наркотического средства в крупном размере и незаконный сбыт наркотиков. Суд установил, что подсудимый в июле прошлого года для собственного употребления незаконно приобрел наркотическое средство – гашишное масло массой около 137 граммов на сумму 120 тысяч рублей. Часть наркотического средства массой около 5 граммов он сбыл потребителю наркотика. Впоследствии подозреваемый был задержан сотрудниками транспортной полиции. Наркотическое средство изъято. Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Налоговая служба Якутии продолжает переход на цифровые услуги. Делается это, чтобы облегчить работу с населением. О процессе перехода к цифровым услугам нам расскажет Дмитрий Тымыров. Он находится на прямой связи со студией. Дима, приветствую. Передаю тебе слово. Сергей, здравствуй. Сейчас мы находимся в здании налоговой инспекции по Губина-2. И сейчас мы немного вам расскажем о тех нововведениях, которые ежегодно вносятся в налоговые службы. Так, в позапрошлом году налоговая служба запустила мобильное приложение для физических лиц. Это личный кабинет. Но, как оказалось, не все услуги можно получить с помощью этого мобильного приложения. И сейчас нам разъяснят, какие услуги можно получить с помощью мобильного приложения и какие услуги можно получить с помощью полной версии уже через браузер, с помощью интернета. Здравствуйте, Валентина. Ну, расскажите вообще, чем отличается мобильное приложение от браузера полной версии на сайта налоговой инспекции? Здравствуйте. Налоговая служба запустила приложение, называется он «Налогифл». Это практически мини-версия личного кабинета налогоплательщика, который у нас на сайте налог.ру. С мобильного приложения можно получить практически всю услугу. Это и справки о задолженности, и справки состояния расчетов, справка 2 НДФЛ даже имеется, вся информация об объектах, об уплаченных налогах, о задолженности. Можно направить любое
обращения с мобильной версии личного кабинета. Однако мы сейчас рекомендуем направить декларацию формы 3 НДФЛ через полную версию личного кабинета, это через сайт налог.ру, потому что к декларации надо приложить достаточно большой объем документов, которые можно направить только в электронной версии личного кабинета на сайте. А в мобильной версии там у нас ограниченный объем. Только в связи с этим рекомендуем воспользоваться личным кабинетом при направлении декларации, потому что декларации заполняется очень просто и быстро в личном кабинете, то есть там идет пошаговая информация, как надо, что надо заполнить, и электронная версия декларации формируется практически без ошибок. А смотрите, какие еще можно получить, вы так сказали, там можно подать какие-то заявления, еще оформить какие-то заявления с помощью полной версии? С помощью полной версии, да, у нас очень много жизненных ситуаций, как говорится, да, специальный отдел открыт в личном кабинете, то есть интересующую информацию можно получить прямо зайдя в этот раздел. Там конкретно список, чего надо имеется, также имеется услуга как бы прочие, то есть это те, которые не в список не вошли, вы можете направить в свободной форме обращения. Хорошо, спасибо. Ну, а мы более подробно об этом расскажем в наших вечерних выпусках новостей. На этом у меня все. Дима, спасибо. Дмитрий Тымыров рассказал о постепенном переходе налоговой службы на цифровой формат работы. В Алданском районе начала функционировать офтальмологическая служба. Это филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Причем прием пациентов в Алдане начала врач-окулист, приехавший из Якутска. За неполные 2 недели помощь получили более 100 пациентов. Образование новой службы сопряжено с рядом сложностей. Вопросы кадровой расстановки, лекарственного обеспечения и поставки оборудования обсуждались на встрече главных врачей. Служба уже функционирует, нюансы решаются и корректируются в процессе работы. Оценка отлично, потому что благодаря усилиям 2 больниц, Центральной районной Алданской больницы и Якутской республиканской клинической офтальмологической больницы, с 1 марта здесь начал работать филиал нашей офтальмологической больницы. Для пациентов это большие преимущества. В первую очередь, это возможность напрямую попадать в случае необходимости оперативного лечения в город Якутск. Была проблема, с которой мы Дмитрием Дмитриевичем, главным врачом, обсуждали, о том, что здесь не было офтальмолога 2 года, и мы ее совместными усилиями решили. Теперь офтальмологи будут выезжать непосредственно из города Якутска. Я думаю, для алданцев в год здоровья, объявленного главой республики Саха-Якутия Айсеном Николаевым, это будет большой подарок, потому что офтальмологическая служба будет здесь развиваться. Готовить офтальмологическую службу начали в конце прошлого года. 4 февраля получена лицензия для филиала. Таким образом, алданский филиал стал очередным структурным подразделением республиканской офтальмологической больницы. Аналогичные филиалы образованы в ряде районов. В перспективе рассматривается возможность открытия в Южной Якутии Центра офтальмологической помощи. Между тем, в помощь людям с нарушением зрения Республиканская библиотека для слепых сегодня презентовала новый проект под названием «Цифровое решение распознавания азбуки Брайля». Принцип работы сервиса прост. Нужно зайти на сайт с помощью смартфона или компьютера, пройти регистрацию, сделать фото страницы с текстом, написанным шрифтом Брайля, и распознать его. Этот сервис может быть полезен гражданам, государственным органам исполнительной власти, профильным организациям, а также людям с нарушением зрения. Сайт создал в прошлом году программист Илья Оводов, отец незрячей дочери из Московской области. Но это очень удобно, и также для родителей, для детей, которые в спецшколах учатся, они уже смогут с ними домашние задания проверять. Также люди теперь могут отправлять письма в учреждения и знать, что их прочитают, и им ответят быстро, не надо. Это теперь не занимает много времени. Вот. Мы думаем, сервис будет развиваться, и у него есть какое-то будущее. И тем более языки новые туда добавляются. И мы надеемся, в скором времени наш язык якутский тоже, может быть, будет.
12 марта исполняется 75 лет легенде якутского танца, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, народному артисту Якутии Геннадию Баишеву. К его юбилею и 55-летию творческой деятельности Национальный театр республики представит спектакль «На краю Айкумены». Этот спектакль одним из любимых народного артиста. Более того, он является режиссером и постановщиком данного спектакля. Премьера постановки «На краю Айкумены» в честь великого якутского танцора в Национальном театре республики намечена на 16 марта. Геннадием Семеновичем поставлено около 100 концертных номеров и 15 спектаклей, из которых 10 это такие вот крупномасштабные спектакли. В этом году он сам выбрал и попросил показать спектакль «На краю Айкумены». Этот спектакль поставлен по либретто потомка первых русских первопроходцев, известного исследователя, знатока фольклора Алексея Гавриловича Чикачева. В России продолжается Масленичная неделя. В этом году восточнославянский праздник выпал на 8 марта, так что день получился вдвойне праздничным. Наши коллеги решили выяснить, во сколько этой весной обойдется Масленица среднестатистической семье. Блины с шоколадом, с маслом, со сгущенкой, ветчиной и сыром, курицей и грибами. Сегодня в магазине можно купить блины на любой вкус и даже цвет. Но хотя бы раз в году в Масленичную неделю можно приготовить их дома. А выбрать продукты для Масленицы нам сегодня поможет председатель славянской общины Мирнинской ассамблеи народов Татьяна Пенигина. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Я как раз муку нашла для наших блинов. Мука из ржи и мука из пшеницы. Хорошо. Будем делать разные блины. Нет, мы в блины добавим и ту часть муки, и вторую часть муки. Татьяна Владимировна, сколько обычная семья готовит блинов на Масленичную неделю? Готовится очень много блинов. Ведь семья будет гулять 7 дней, поэтому все 7 дней надо кушать блины. Мы как Сейчас, раз... да, сейчас мы берем сахар. И, конечно же, растительное масло. А соль нам не надо? Соду? Сода нет, потому что блины у нас будут дрожжевые. Сейчас мы выберем яйцо и молочное. А яйцо десяток хватит нам? Десяток хватит. Я готовлю для своих внуков каждые выходные. Они с удовольствием хлопают. А как вот сделать, чтобы они были такие кружевные, с дырочками? У меня никогда так не получается. Ну тут надо, конечно, волшебное слово. Добавляют в рецепт немного масла растительного, молока и немного воды. И за счет воды оно становится с дырочками, кружевное и красивое. Ну, я думаю, если мы будем сегодня гулять, значит, мы берем молоко 3,2% жирности. Замечаете ли вы повышение цен? По сравнению с 2020 годом повышение цен на продукты масло, молоко не было высоким, а овощи поднялись в цене. А может, все-таки раз в году приготовим там с клубничкой, может быть? Можно и с клубникой. Клубника пойдет на украшение. А сколько один человек может съесть блинов за один раз? Сейчас очень модно говорить про диеты. Блины очень калорийный продукт, и диетологи советуют и желают, чтобы мы ели только 3 блина. Не За раз? За один раз, да. Самый главный продукт в масленице – это масло, поэтому мы его берем. А вот в Масленичную неделю сколько раз вы готовите блины? Каждый день или нет? Вы знаете, в масленичную неделю надо готовить их каждый день, потому что они каждый день съедаются. Ну, вообще-то, если рабочая неделя, то обычно готовят в понедельник, это встреча, и суббота-воскресенье, это уже разгуля и прощенное воскресенье. Ну, перед Великим постом. Да-да-да. Вот мы уже пришли на кассу. К оплате 1694 рубля. Спасибо вам за покупку. Приходите к нам еще. А получается, вот этих продуктов нам на сколько хватит? Это мы набрали на один день или на несколько? Этих продуктов нам хватит на 2 дня. Ну, получается, тут
чуть больше 1600 рублей, в день получается 800 рублей. 5600 рублей на масленичную неделю потратит обычная мирнинская семья. К этой минуте это все новости. Не забывайте носить маски, соблюдать безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.